Записи камер помогли сыктывкарским полицейским установить виновников двух аварий. Сначала в местечке Лесозавод невнимательность водителя седана чуть не закончилась трагедией. Затем в Эжинском районе столицы женщина за рулем элитной иномарки не пропустила встречный автомобиль, чем причинила второму участнику столкновения не только материальный, но и физический вред. Подробнее Антон Булаев. Вечером 22 апреля под колеса серого седана в столичном местечке Лесозавод угодил 7-летний школьник. Он шел по пешеходному переходу вслед за другим мальчиком. Внезапное появление первоклашки на проезжей части стало для водителя «Шевроле» полной неожиданностью. Данный водитель, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожным знаком, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, мальчика 2014 года рождения, который перебегал дорогу слева направо по ходу движения автомашины. К счастью, ДТП обошлось без трагических последствий. Пострадавшего мальчика, который в момент наезда был без сопровождения взрослых, с ушибами и ссадинами правого колена доставили в больницу. Эта авария, которая произошла вечером 27 апреля на улице Емвольская в Эжинском районе столицы, также попала в объективы сразу двух камер. В результате лобового столкновения машин 19-летний водитель одной из них получил сотрясение головного мозга и ссадины лба. На месте дорожно-транспортного происшествия было вынесено определение о возбуждении административного расследования по факту причинения вреда здоровью пострадавшему. Кроме того, на девушку водителя, которая управляла автомашиной Toyota Camry, были составлены административные материалы за то, что она при повороте налево вне перекрестка не пропустила встречное транспортное средство, именно Renault Logan. На водителя автомашины Renault Logan также были составлены несколько административных материалов. Во-первых, за то, что он не был пристегнут ремнем безопасности при движении, и за то, что управлял автомашиной как начинающий водитель без опознавательного знака начинающий водитель. От госпитализации начинающий водитель отказался. Поэтому, составив схему ДТП, участники аварии покинули место происшествия. Стоит отметить, девушка, которая сидела за рулем второй машины, только за последний год 11 раз грубо нарушала правила дорожного движения. И за это в каждом случае ее привлекали к административной ответственности.